Вынужденный больничный Амина Зязикова проводит в полной тишине. Корреспондент национальной телерадиокомпании восстанавливается дома после недавней аварии. Девушку сбила машина прямо на пешеходной дорожке по проспекту Зязикова. Амина после позднего обеда спешила на работу, как в одно мгновение с травмами и ссадинами оказалась в приемном отделении Республиканской клинической больницы. Я помню, что пешеходов было много, и дождь как раз начинался, все пытались быстро перейти дорогу. И машин тоже было много. Я вот помню, что мне оставался буквально шаг сделать, чтобы перейти дорогу, на тротуар перейти. И резко я смотрю на эту машину, я думаю, вот сейчас он остановится, но он не остановился. Причем как-то плавно получается, что он сбил. Это очень странно было. И он так быстро ехал. И потом я вот встала, мне помогли встать люди, проходящие мимо. Вот там он спросил, они подошли, все сказали, что случилось, и отвезли в больницу. На губу пришлось наложить швы с наружной и внутренней стороны. При ударе девушка получила травмы пальца, плеча и ссадины. Амина, как и многие пешеходы, надеялась на внимательность и ответственность водителей. Часто вот я замечаю, что водители в телефонах смотрят, говорят, отвернулись на секунду и не заметили, а это же как раз дело 1 секунды. Там же зебра еще положен переходить. Да, и, то есть там еще и зебры, все, чтобы пешеход мог спокойно перейти дорогу, там достаточно людное место, много людей переходит дорогу, но все равно такое случается. Очень боюсь дорогу переходить, достаточно внимательно отношусь к тому, кто по сторонам ездит, потому что меня и в детстве 1 раз сбивали, и сама я дважды в аварии попадала. Для меня это достаточно щепетильная тема, я даже стараюсь одна дорогу ни в коем случае не переходить. И в этот раз тоже переходила вместе с подругой, поэтому я надеюсь, что вот просто уже в четвертый раз это произошло, и я боюсь иногда, что у меня еще раз это произойдет, и в итоге последствия будут более страшные. Этот пешеходный переход жители города давно называют одним из самых опасных. Только из нашей телекомпании здесь сбили 4 человека. Если Амина Зязикова обошлась без тяжелых последствий, другие корреспонденты и ведущие до сих пор планово проходят реабилитацию. Участниками движения здесь чаще всего бывают студенты, недалеко университетские корпуса. Много и жителей, которые проживают в соседних домах. Все в один голос говорят, что случаи наездов на пешеходов стали традиционными. Даже во время наших съемок ребенок здесь на зебре с трудом перешел дорогу. Именно на этом участке я лично становился свидетелем нескольких аварий, несколько раз людей сбивали. Буквально на прошлой неделе я видел, как девушку сбили. В основном эти аварии случаются просто потому, что водитель не видит переходящего, может отвлечься или еще что-то. Нужно провести вот перед и здесь перед этой зеброй нужно провести такие линии, где должен останавливаться водитель. Иначе водитель думает, что он должен остановиться прямо рядом там. Вот мы сейчас видим, что девочку не пропускают. Это же так? Маленького ребенка не пропускают. Не пропускают. Это просто потому, что дело не в том, что водители не понимают, что нужно остановиться. Дело в том, что они не знают, где они должны остановиться. Водители не уступают, приходится просто выходить на дорогу, чтобы они уступили, чтобы остановились. А так водитель часто не уступает и просто проезжает мимо. Все необходимые предупреждающие знаки на участке дороги предусмотрены. Чаще всего водители останавливаются на уровне разметок, тем самым создавая аварийную ситуацию. Единственное, что их может как-то остановить, кроме внимательности и боязни за чужую жизнь, искусственная неровность. Правда, она установлена только с одной стороны. Как говорят сотрудники госавтоинспекции, на пешеходных переходах нужно быть внимательными всем участникам движения, и водителям, и пешеходам. Часто отвлекаются на различные гаджеты, а дорога – участок, требующий повышенного внимания. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, участники дорожного движения прежде всего должны убедиться в том, что водители транспортных средств уступают им дорогу. Осмотреться, есть ли пропустить приближающиеся транспортные средства. И переходить дорогу, конечно же, в специально отведенных для этого местах. С начала текущего года на территории Республики Ингушетия зарегистрировано 14 наездов, из которых у нас уже 9 человек погибло и 7 человек получили различной степень тяжести повреждения. Поэтому из них, кстати, на пешеходном переходе 2 наезда, из которых у нас 1 человек тоже погиб. Считается, если пешеход вступил на дорожку, он главный участник движения. И в любом случае автолюбители должны остановиться и пропустить его. Конечно, если на этом участке нет светофора. В рамках законодательства переходить дорогу также нужно внимательно и согласно стандарту. У пешеходов, как и у автолюбителей, есть свои правила дорожного движения, которые законом запрещено нарушать. К примеру, если пешеход переходит дорогу через так называемую в народе зебру, обязательно нужно соблюдать
границы указанных линий. Если пешеход решил изменить траекторию движения и вышел за указанную линию, это уже считается нарушением правил дорожного движения. В Магасе на сегодняшний день 8 регулируемых пешеходных переходов. Все они на перекрестках. Из них 2 участка уже оборудовали светофорами. Как говорят в администрации, именно пешеходный переход по проспекту Зязикова соответствует всем стандартам и нормам. Тем нормативам, которые сегодня существуют, там полностью он оборудован дорожными знаками, дополнительным освещением. Также там Т7 вот эти стоят, указывающие, что это пешеходный переход. Именно светофор такой, не стандартный светофор, а именно указывающий, что тут пешеходный переход. Самое главное, если и водители, и пешеходы будут соблюдать правила дорожного движения, таких случаев удастся избежать. Согласно статистике, страдают и те, и другие. Рина Сычева, Акрамат Асхоев, Магаз 24.